Добрый день, все, кто нас слушает, все, кто нас видит. Сегодня мы проводим наш подкаст на тему, которая волнует практически каждого казахстанца. Вопросы коррупции, вопросы деятельности государственных органов, поскольку нам часто по жизни приходится обращаться к этим государственным органам. Я рада тому, что среди слушателей и зрителей есть молодежь. И сегодня у нас подкаст посвящен вопросам деятельности государственных органов. В 2015 году мы же по регламенту заседаем один раз в 2 месяца. Да. Если в прошлом году мы заседали 9 раз, рассмотрели где-то 48 вопросов, из них 20% только касается дисциплинарных. Агентство по делам Государственной службы Республики Казахстан по Карагандинской области. Это все вы. И у вас такой напряженный график, вы нашли время. Я очень рада, что вы сегодня с нами. Большое спасибо. Если сейчас посмотреть статистику, вот какова роль, да, вы спросили? Да. У нас 80% вопросов в повестке дня это были дисциплинарные дела. Добрый день, все, кто нас слушает, все, кто нас видит. Сегодня мы проводим наш подкаст на тему, которая волнует практически каждого казахстанца. Вопросы коррупции, вопросы деятельности государственных органов, поскольку нам часто по жизни приходится обращаться к этим государственным органам, о том, как защитить свои права, кому и когда, в каких случаях мы должны обращаться, когда речь идет о нарушенных наших правах. Очень много вопросов у казахстанцев на эту тему. Я рада тому, что среди слушателей и зрителей есть молодежь. И сегодня у нас подкаст посвящен вопросам деятельности государственных органов, о том, что делает государство, какова политика управления государственной службы. Мы поговорим с нашим гостем, замечательным человеком, моим коллегам по совету по этике и вообще просто замечательным человеком, интересным во всех отношениях. Сарсен Жандос Шералиулы. Жандос Шералиевич, здравствуйте. Вашу должность я не назвала, но сейчас с удовольствием назову. Правильно будет руководитель департамента Агентства по делам Государственной службы Республики Казахстан по Карагандинской области. Это все вы, и у вас в такой напряженный график вы нашли время. Я очень рада, что вы сегодня с нами. Большое спасибо. Повторюсь, среди наших зрителей и слушателей, поскольку это может быть и радио воспроизведение, есть молодые люди. Им не просто сегодня разобраться во всей этой кухне сети того, кто сегодня управляет государством, кто принимает решения. И для них очень важно, чтобы с первых уст прозвучало то, как на самом деле сегодня государство управляет самим собой, своими органами, для того, чтобы нам всем жилось хорошо, и чтобы реализовались все эти стратегические планы по будущему процветанию Казахстана, по вхождению в 30 наиболее развитых стран мира. И давайте начнем наш разговор с того, что все-таки наш департамент по делам государственной службы, чем он занимается, каковы его задачи. Очень коротко, но емко и понятно, чтобы потом мы дальше продолжили уже обсуждать насущные проблемы. Спасибо большое. Ну, если коротко так сказать, что наш департамент, поскольку является структурным подразделением агентства по делам государственной службы, мы занимаемся в первую очередь реализацией государственной политики на территории. Первый момент. Второй вопрос – это государственный контроль и оценка качества оказания государственных услуг. Третье – это относительно новая функция. Это с 2022 года выработка мер предложений по дебюрократизации государственного аппарата. А что такое дебюрократизация? Это, допустим, уменьшение просто оборота документов или что это? Дебюрократизация, это же, как мы понимаем, это же антоним слова бюрократия, да? Да. С 2022 года мы этим занимаемся, и, конечно же, с непосредственным участием всех государственных органов и организаций. Но я так думаю, чтобы не волокитили рассмотрение вопросов, да, максимально. Рассмотрение бизнес-процессов, например. Мы вплоть до структурных подразделений смотрим, да, может где-то какие-то личные структурные подразделения есть, например, может там оптимизировать надо оптимизировать какие-то бизнес-процессы. В общем, на наш взгляд, какие мы видим волокиты, все такие предложения, скажем так, обсуждая на местах с разными, скажем так, госорганами, организациями, неправительственными организациями, общественными объединениями, да, всеми,
мы отправляем это в центральный аппарат Вот, агентства. да. Вот здесь вот я чуть-чуть просто хотела сказать, на самом деле я уже много лет работаю сейчас и с вами, и раньше, вот в Совете по этике, да, раньше был дисциплинарный совет, и меньше всего, ну, как бы так сказать, мы знаем, что обращаются просто люди, и тогда, когда есть нарушенные права, и мы рассматриваем это как дисциплинарные дела. Но бывает, что просто обращаются с предложением и так дальше. И вот это тоже входит в вашу систему для дебюрократизации. Есть вообще такие обращения от людей о том, что вот надо вот это сократить, надо это сделать? Вот сказать честно, Ага. пока таких предложений от госорганов еще не было. От граждан? Ну, да, от граждан. Но мы всегда, и когда вот люди приходят на прием, мы всегда говорим, вот если вы видите где-то волокиту, Да. если вы считаете, что здесь бюрократия, давайте без официоза вы просто оставьте свои предложения. Мы обязательно изучим, когда мы же периодически, например, разные сферы деятельности берем. Например, да, если мы в 2022 году начали, например, выработку предложений по дебюрократизации именно в социальной сфере. Вот придет время, ваше предложение мы обязательно поднимем, изучим и передадим дальше в центральный аппарат, например. Но, к сожалению, пока такого не было. Мы даже от самих госорганов, от руководителей госорганов, да, даже, честно скажу, мы даже привлекаем общественное объединение неправительственной организации, да, в какие-то сферы, даже от них много не поступает. Но на самом деле же качество и количество всех этих мер же зависит больше всего от них же. Мы же не Да, можем конечно, во кто всем больше разбираться, сталкивается, да. кто сам в этом варится. Да. Но из этого, кстати, формируется потом так называемый анализ коррупционных рисков, Да, по идее, да? да, Вот. в Но мы принципе. сейчас про это еще поговорим. А вот мне хотелось бы пока вот немножко теории побольше, да, и понимания вот того, что вы делаете. Вот смотрите, в законе о госслужбе написано, что одним из принципов работы государственной службы является эффективность, результативность, прозрачность. У нас как это реализовывается и как вы за этим наблюдаете или следите, как эти принципы работают? Смотрите, вот это то, что вы говорите, эффективность, результативность, прозрачность, это все выявляется по итогам оценки деятельности госорганов и деятельности самих госслужащих. Но на самом деле мы, как агентство по делам госслужбы, за этим не наблюдаем и не контролируем, потому что нас самих какие-то госорганы оценивают, и в то же время мы тоже являемся участниками данного, скажем так, оценки деятельности других госорганов по определенным направлениям. Это, например, по блоку организационного развития госоргана, да, там есть два направления. Первый – это, если называть управление персоналом, второй – это применение информационных технологий. Здесь по направлению применения управления персоналом мы даем какие-то информации, мы делаем оценку госорганов. Есть второй блок – работа госорганов с физическими и юридическими лицами. Вот. Там есть три направления. Один из этих направлений – это качество оказанных государственных услуг. Здесь мы, как уполномоченный госорган, Вы делаете контроль и оценку качества оказанных госуслуг, на основе этой информации мы даем оценку другим госорганам. И в то же время нас по другим направлениям уже другие госорганы оценивают, поскольку там есть и другие направления, такие как обеспечение прозрачности госорганов, либо качество работы с обращениями физических и юридических лиц. Вот, и вот это вот важно. И вот смотрите, ну на самом-то деле прозрачность, ее действительно так не поймешь, но это прозрачность, я так понимаю, что постоянное информирование, да, то есть это должно работать сайт, должна быть обратная какая-то связь, и мне кажется, это же тоже в законе о госслужбе прописывается, как обязательность работы, и мы это вот на советах по этике, я вот как член совета, да, мы же смотрим о реализации законодательства о государственной службе, да, и мы смотрим, насколько они это показывают. Ну, поэтому в рамках анализа выполнения законодательства о госслужбе все равно, наверное, ваша служба рассматривает и анализирует, как это осуществляется обратная связь, как реализовывается законодательство по рассмотрению обращений. Я так думаю, да? Вообще отчеты по всем обращениям физических и юридических лиц мы же отправляем в департамент правовой статистики, вот туда. Вот. А так каждый госорган сам, я считаю, что и сейчас на практике делается так, каждый госорган сам самостоятельно должен качественно, эффективно рассматривать все эти обращения физических и юридических лиц. Например,
У нас у центрального аппарата есть требования, и у нас такая практика сложилась, например, в нашем департаменте. Вот по определенным обращениям есть такие моменты, где какие-то острые вопросы стоят, да? И мы знаем, что, возможно, когда мы даем предварительное заключение, предварительный ответ, заявитель может не согласиться с нашим ответом. Вот. И есть риск, что он может пойти дальше в другие вышестоящие госорганы и так далее. Вот в таких случаях, например, в нашем случае я сам провожу предварительное заслушивание с заявителем. Это уже по-другому влияет уже заявителю, когда сам первый руководитель объясняет, что и как должно быть по закону. Вот, чтобы дальнейших жалоб не было. Если это в компетенцию нашего департамента входит, то мы уже максимально стараемся решить и помочь, и восстановить эти нарушенные права. Вот смотрите, Жан Шаралевич, вот то, что вы сейчас сказали, мне бы хотелось, чтобы так работали все госорганы. Вот смотрите, с чем мы столкнулись. И очень часто, так сказать, это приходит к нам кто-то из жителей или неправительственные организации. Иногда они, не зная, чем по функционалу занимается тот или иной госорган, и обращаются с какой-то просьбой или ходатайством в другой орган. По ошибке. Ну, так бывает. Но что самое ужасное, они получают ответ формальный такой от того госоргана, которого ошибочно они отправили свое обращение. Данный вопрос не входит в нашу компетенцию, поэтому ответа не будет, точка. И вот здесь, вот как раз то, о чем вы сказали, вот это же к вопросу эффективности. Да. Мы что можем сделать? Что может сделать департамент в этом случае? Ну, смотрите, как я уже говорил, если этот вопрос имеет отношение к компетенции нашего департамента, конечно, мы можем реагировать. Именно если госслужащий при контакте с гражданином там нагрубил, нарушил этику, да? Вот то, что если формально рассмотрел заявление? Ну, это уже в компетенцию нашего департамента не входит. Ну, вот смотрите, я думаю, что вот президент же в 2019 году поставил задачу реализовать концепцию слышащего государства. Да. Тогда каждый госорган, в общем, мы должны эффективно и оперативно реагировать на все вопросы граждан. Вот. Поскольку концепция слышащего государства, она направлена на взаимодействие с гражданами, на понимание их проблем, там, и для создания канала для общения между властью и обществом. Также ведь. Вот это каждый госорган, я думаю, каждый руководитель, он должен понимать и должен правильно объяснять. Вот. Ну а как этого добиться на практике? Как добиться? Это же то, что сначала это же начинается же с понимания же. Да. Первый руководитель, он должен понимать, вот, он что должен быть это таким, да. государственная служба, что это особое доверие со стороны общества, что от качества его работы зависит уже даже уровень доверия граждан к государственным органам. Вот это все каждый госслужащий, даже руководитель должен он понимать. же вот один не может, допустим, отвечать, ну, неважно какой, любой госорган возьмем, хоть там управление сельского хозяйства, там, я не знаю, внутренней политики или что-то, да, вопросов слишком много. Понятно, что у него штат. Это все государственные служащие. Может быть, проблема в том, как мы набираем сегодня на госслужбу людей? Как вы думаете? Ну, смотрите, я думаю, что если первый руководитель правильно это понимает и правильно ставит задачу, я думаю, организовать работу с любым штатом можно. Я так думаю. И, кстати, Академия госслужбы нам в помощь, наверное, да? Вот, ну это уже второстепенные или, как скажем так, следующие этапы, которые могут помочь вот в решении этих проблем. Квалификации, да. Но самое главное, я думаю, что зависит от самого первого руководителя. Вот то, что вы говорите, есть проблемный вопрос, и сам как первый руководитель, он должен выйти на связь, он должен сам переговорить. Даже на практике первый руководитель, он может сказать то же самое, что и главный специалист сказал заявителю. Но когда это сам первый руководитель встречается и объясняет заявителю, это уже по-другому воспринимается заявителем. Ну, хорошо, вот мы говорим, он должен. А если он этого не делает, мы можем говорить, квалифицировать как такая формальная работа. Есть ли у нас ответственность за это? За формальную работу, конечно, есть за это ответственность, но за формальную работу ответственность рассматривает уже лицо, имеющее право назначения, либо освобождения, то есть вышестоящее лицо. Если это уже
с формального ответа переходит уже на какие-то нарушения служебной этики, тогда это уже переходит в компетенцию нашего департамента. Если это уже категория госслужащего относится к компетенции Совета по этике, вот и дальше вы... Ну, здесь мы говорим да. о проступках, правильно? Да, о проступках, О дисциплинарных проступках. Вот давайте нашим слушателям и тем, кто нас смотрит, хотя бы вкратце разъясним. У нас есть такая волшебная, моя любимая статья в законе о госслужбе, статья 50. Это дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу. Ну, их там много, перечислять мы не будем. Если есть желание, люди почитают этот закон, эту статью. И все-таки вот какие чаще всего проступки рассматриваются, потому что не все же доходят до Совета по этике. Какие-то вопросы остаются в рамках самого госоргана, правильно? Ну, смотрите, если это наказание у них? относится к компетенции Совета по этике, то не рассматривая на заседании Совета по этике, мы прекратить не можем. Мы любое возбужденное здесь дело выносим на заседание Совета по этике, и там принимается решение коллегиально, даже если идет на наказание, либо на прекращение. Вот. Да. Да. А вот тогда о проступках. Это чаще всего у нас бывает, это грубое, да? Грубость? Нет, грубо это уже да, это не туда проступком не относится. Да. Туда относится в основном это, ну, как вы сказали, эта статья большая. Большая, там есть да. 19 подпунктов. Но то, что несколько примеров приведу, это незаконное вмешательство в деятельность других госорганов. Вот. Это неправомерное оказание предпочтения физическим и юридическим лицам, использование, скажем так, служебной тайны в личных и других целях, либо, например, явное воспрепятствование той же предпринимательской деятельности. физическим и юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов. Да. Вот такие. Вот, вы должны понимать, что если вы чувствуете, что это есть, это квалифицирует как дисциплинарный проступок, обращаясь опять же к нашим зрителям, слушателям, и это повод к тому, чтобы обратиться либо в сам государственный орган, да, либо в наш департамент. По этому вопросу. Хорошо. Я так думаю, что с этим, ну, более-менее люди, наверное, уже разобрались о том, что есть такой департамент, который отслеживает правильную реализацию государственными органами их прав и обязанностей. Но вот мы всегда пытаемся рассматривать госорган с отрицательной стороны, всегда выискивать что-то и говорить, вот он обязан госорган то-то, то-то. А существует принцип меритократии, да? Принцип поощрения, принцип повышения по должности за хорошую работу. Вот этот принцип, он вообще популярный, и он как хорошо используется вообще в госорганах? Вот по вашему мнению или по вашему анализу, видению, понимаю, тем более у вас опыта в этой части более чем. Ну, смотрите, мы уже смело можем сказать, что в системе государственного управления мы смогли уже образовать свою собственную казахстанскую модель государственной службы, основанную на принципах меритократии. Меритократия – это когда есть заслуга, и по этим заслугам мы делаем какие-то выводы и принимаем решения. Да? Вот. Если говорить о меритократии, вот я только что говорил насчет оценки деятельности государственных служащих. Да. Есть оценка деятельности госоргана. Да? Вот, в рамках реализации этих задач госслужащий работает. И работая, его служба оценивается. Если этот государственный служащий получает в течение года, в течение 4 кварталов, да, оценку эффективно, то у него уже есть право в неконкурсном порядке назначиться на вышестоящую должность. А если работает неудовлетворительно, то есть по итогам 2 кварталов, то есть можно принять решение о понижении вплоть до увольнения. У нас, я, честно говоря, не очень помню, но это не в законе о госслужбе, это уже, по-моему, подзаконный акт какой-то, да? Порядок. Порядок оценки? Да. Порядок оценки – это подзаконный акт. Помимо этого… Вот, поэтому вы говорите про 2 месяца, про вот это детали, да? Детали, да. В целом, я бы сказал, что меритократия – это есть в системе госслужбы везде уже. Например, есть нововведение, вот как раз вы сказали, слушает очень много молодых людей, это, я думаю, что достаточно полезно для них информация. Это, например, ребенок поступил в университет на грант, да, и закончил университет с
хорошей оценкой. GPA не ниже 3,33. Это же тоже его заслуга. Ну да. Да, его заслуга. Он получил грант, он учился по гранту, он закончил хорошо. Теперь его заслугу же надо же Мгм. учитывать. Вот мы в законе сейчас предусмотрели, что такие лица Без- могут без без конкурса конкурса. могут занять нижестоящие должности в районных, сельских, городских государственных органах, за исключением областного центра. Это мы специально сделали, чтобы они могли назначиться и набраться опыта именно в селах, районах, вот, где они Мгм. могли поработать и в тесном контакте Мы это уже с называем как бы в населением. полях поработать. В полях, в Да-да-да. тесном контакте с населением. Мгм. Да. Вот это тоже меритократия, например. Так же ведь. Вот. Либо, если помните, президент давал поручение, чтобы мы убрали лишние барьеры и препятствия при поступлении на государственную службу. Потому что люди часто жаловались, что, например, несколько раз принимают участие в конкурсах, но не могут выиграть этот конкурс, потому что есть определенные как бы препятствия. Да? Но там всегда был вот этот второй этап собеседования. То есть тестирование можно было сдать, а собеседование Вот. не пройти. Люди жаловались именно на собеседование, Мгм. что там конкурсная комиссия оценивает, во-первых, своих людей, во-первых, и во-вторых, очень часто вот как раз Пытается протащить. обратно, да. И здесь надо отметить, что многие люди часто нам писали в агентство, что они говорят, вот на собеседовании мне задавали профессиональные вопросы. Мгм. Да, я не смог ответить, но я знаю, если бы я выиграл этот конкурс, я бы изучил этот Мгм. НПА, и я бы доказал, что я могу разобраться и эффективно работать на этой должности. Жаловались. Мгм. И к чему мы пришли? В рамках реализации поручения президента мы в информационной системе ЕКХЗМЕТ Мгм. сейчас проводим конкурсы, и в пилотном проекте участвуют государственные органы. Там теперь отсутствие барьеров в чем заключается? Опять же, Ну, это от уровня готовности каждого кандидата. То есть, опять же, мы говорим о заслуге. Мгм. Это тоже касается меритократии. Если человек, он подготовлен, у него есть труд, если у него есть заслуга, то у него есть возможность выиграть конкурс. Это раз. И во-вторых, мы тоже говорили о обратной связи с населением, да? Мгм. Но это же не говорить, просто услышать голос гражданина. Надо учитывать их голоса при принятии каких-то решений. Так же Да, ведь? Вот, брать, анализировать, да, смотреть, брать, если это анализ. хорошо, то, соответственно, Да. использовать, да. Как я уже говорил, люди жаловались. Мне задают профессиональные вопросы. Почему? Откуда я знаю их законы и подзаконные акты? То, что Ну, вы да. спрашиваете. Но вот смотрите, каждая комиссия сама устанавливает перечень вопросов. А сейчас как? Так и есть? Вот сейчас я к этому Да. и иду. Человек по заслуге Мгм. проходит все этапы Так. без участия, скажем так, конкурсной комиссии государственного Да. органа. Система автоматически сам выявляет Мгм. каждого победителя каждого этапа. Мгм. Да? Начинать С от помощью тестирования системы со всех, да. прокторинг делает, да. Мгм. Когда идет на собеседование, да, там конкурсная комиссия существует, но из 3 членов один Общественник. это общественник. Любой человек, который Мгм. захочет стать членом конкурсной комиссии. Второй немаловажный момент – это то, что сейчас профессиональные вопросы не задаются. Мгм. Вот, видите, я к чему говорю? Люди писали, жаловались, Да. что задача, скажем так, вот этих профессиональных вопросов как бы им препятствует для того, чтобы выиграть определенную Мгм. должность в конкурсе. Да? Мы убрали этот профессиональный вопрос. А сейчас задаются вопросы общего характера. Не, ну, допустим, вот для меня профессиональный вопрос, я понимаю, когда, допустим, какие планы решения принимает, допустим, данный госорган. Я понимаю, это профессиональный вопрос. Но если я иду на экономическую службу, ну, как минимум, про экономику-то меня надо спросить, наверное, задать вопрос. Как вы оцениваете экономическое развитие, допустим, Карагандинской области? Я иду, допустим, в управление экономики и бюджетного планирования, к примеру. Или этих вопросов тоже уже не будет? Общие вопросы, они направлены на налаживание контакта с собеседованником, с Мгм. кандидатом и для определения их личностных компетенций. То есть профессиональные вопросы не задаются. Например, кто-то экономист. Мгм. Ладно, вы профессиональный экономист, да, в сфере экономики уже тесно Мгм. работаете, вы как-то можете ответить.
Но есть же люди, которые с экономическим образованием, но только недавно завершили, да, получили диплом, но практического опыта нет. Но если им задавать, например, Ага. какие-то профессиональные, в рамках какого закона это реализуется, в каком стратегическом документе какие задачи стоят, что мы должны сделать, например. Ну, это же будет сложно для кандидата. Поэтому сейчас задаются вопросы общего характера. Но это тоже... Ну, во всяком случае, как кругозор, как понимание, что вот человек Да. вообще в теме. Оценивается, как он излагает свою мысль и насколько логично. Вот. С помощью этих вопросов общих можно определить, какие у него компетенции. И потенциал. Компетенция это уже что? Это его умение, знания, опыт, да, с помощью которых человек может решить какие-то задачи в будущем, занимая ту или иную государственную должность. Вот этого уже достаточно. То есть препятствия, барьеры мы убираем. Человек, если хочет прийти на госслужбу, чтобы потом не говорили, что это закрытая система, да? Вот сейчас люди приходят. Но они должны понимать, что есть, прежде чем ты хочешь пойти на госслужбу, есть определенный квал требований, правильно? Это высшее образование, такое-то или сякое-то. Ну, что-то должно быть. Обязательно, это Да. обязательно, да. Это, вот я хочу обобщить вот эту условно-теоретическую часть, но очень важную, да, для тех, кто хочет и желает, и понимает, что ему это важно работать на государственной службе, вы должны понимать, что сегодня созданы такие условия, и они опрозрачны, это, кстати, к принципу прозрачности, что здесь уже не будет вот этого желания какого-то руководителя протащить, грубо говоря, кого-то своих. У вас есть возможность абсолютно на равных условиях со всеми принять участие в конкурсе, и если вы понимаете суть вопросов, куда вы идете на эту государственную службу, если у вас есть желание, то у вас есть шансы, в принципе, поступить на государственную службу. Но вы должны понимать, что существуют определенные правила поведения. Это и этика, это обязательно дисциплина. И закон о госслужбе мы не случайно вспомнили, и проступки проговорили. Это то, за что может быть наказан любой, даже если вы очень хотите работать в госслужбе, эта проблема может быть, правильно? И принцип меритократии, он нормально работает на сегодняшний день, насколько я понимаю. Так или иначе, да. В этой части я тоже не вижу каких-то особых коррупционных каких-то таких моментов или рисков. Мне кажется, если заслужил, да. Но один момент, вопрос, все-таки это внутри госорган сам решает, заслужили вы повышение там или не заслужили, или как. Потому что, вот смотрите, мне кажется, одним из критериев должно быть отношение населения к вам, вот именно к вам конкретно, как чиновнику, да, государственному служащему, может быть, неправительственных организаций, да, которые могут дать либо свою рекомендацию, либо свое предложение. Это учитывается, потому что в депутатский корпус не случайно же общественники могут выдвигать своих депутатов. Почему здесь не может быть? Ну, здесь в оценке деятельности госслужащих есть другие критерии. Это качество работы, сроки исполнения, Но с этим мы трудовая согласны, дисциплина, вот такие моменты. Вот именно мнение, скажем Да. так, общественников, это не рассматривается. А я вам Но предлагаю. здесь очень... Ну, спасибо. Это все мы, конечно, будем предлагать. Это Ну, потому я что же- для населения же работаете на тоже, благо да, страны. Тоже правильно говорите. Как я уже сказал, мы все предложения, никакие предложения не оставляем нигде. Все предложения когда-то рано или поздно мы отправляем в центральный аппарат для обсуждения. И центральный аппарат у нас всегда он открыт, он всегда не рассматривает наши предложения. И мы периодически часто отправляем. Вот вы правильно отметили насчет того, чтобы руководители госорганов не могут протащить своих. Да. Вот. Здесь, да, система e-Казмет действительно сейчас в этом помогает в обеспечении открытости этих государственных органов. Потому что до собеседования пройти зависит от каждого, от твоего уровня личного подготовленности, умения, да, умения знаний, да. каждого кандидата. А на собеседовании уже тебе профессиональные вопросы не задаются. Если ты логически хорошо отвечаешь, излагаешь свою мысль хорошо, соответственно, ты можешь уже и, соответственно, свою оценку получить и выиграть уже. Плюс к тем баллам, которые вы заработали Да, плюс в электронном итоговые, варианте, да. где система определяет и дает вам оценку. Ну, супер. Нет, я считаю, что это важно. А вообще я в свое время предлагала в наше агентство
агентства госслужбы, вариант того, что когда человек идет на госслужбу, один из документов, который он прилагает, это некоторые эссе. Если я иду, допустим, в экономику, я пишу, как я вижу на этой должности свою деятельность для улучшения, там, допустим, экономической ситуации. Это тоже предусмотрено. Это тоже предусмотрено, но это уже на усмотрение госоргана. Ага, они могут Да. потребовать, могут нет, да? Да, ну на практике я думаю, что если это какая-то руководящая должность, вы идете на какую-то Да. руководящую, уже вас дополнительно, чтобы могли оценить, они могут поставить написание эссе. Во, это Вот, классно. Да. И здесь уже дополнительно могут вас оценить, как вы мыслите, какие вы предложения даете, и Ну как да, вы будучи, излагаете, если вы грамотность и претендуете так далее. на роль руководителя Да. какого-то А управления. когда да. уже речь идет о нижестоящих должностях, в основном люди, то есть госорганы не ставят написание. Мгм. А Ну, так есть это тоже. тогда, может быть, было меньше бы нарушений, если бы все-таки писали. Ну, давайте так. Ну, это, Я с как вами... я уже сказал, это временные Да. правила отбора. То есть Ага. в простонародье мы говорим как пилотный Пилот. проект. После чего... Да, но это в любом случае, поскольку это пилот, будет дорабатываться Да. и внедряться уже в другом, Правильно, хорошо немного в говорите. другом доработанном варианте. Чтобы вот не было, как я сейчас просто проговорила, всем говорю, если вы действительно видите, что можно что-то улучшить, пишите, правильно? Да, конечно, Да, без давать проблем, предложения, а не так, что кто-то дал. Поэтому мы про участие населения сегодня говорим, пока ставим слабую троечку об активности населения по улучшению деятельности государственных служащих. Предложений маловастенько. Ну, да, вот давайте тогда проговоримся. Все-таки один из таких важных органов, где участвует общественность, это такой консультативно-совещательный орган, как Совет по этике. Вот его роль и задачи, для чего он нужен. Я, допустим, считаю, что это супер правильная вещь. И на самом деле существование такого консультативно-совещательного органа при вот таком государственном органе, как департамент, ну и в целом агентство по делам госслужбы, это очень важно. И вот там действительно очень хорошо прислушиваются к предложениям, рекомендациям от негосударственных органов, от представителей общественного сектора. Но все-таки с ваших уст, что для вас, вот в вашем понимании, что в целом для государственной политики, управления государственной службы, вот эти советы по этике? Вот смотрите, как член Совета по этике, вы хорошо знаете, что основная задача – это выработка мер по предупреждению коррупции, Да. профилактике нарушения норм служебной этики, в том числе дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу. Мгм. Следующее основное направление – это повышение уровня ответственности государственных служащих в соблюдении норм служебной этики. В этом направлении данное направление мы реализовываем путем заслушивания первых руководителей. Вот. Дополнительно это координация деятельности уполномоченных по этике и взаимодействие с дисциплинарными комиссиями государственных У нас органов. же уполномоченный по этике есть при каждом госоргане. При каждом государственном От органе. района до республики, да? да. Вот имейте в виду, что если вдруг кто-то нагрубил, это не обязательно идти к Акиму, можно идти к уполномоченному по этике. Да. Это обязательно. Вот. И в рамках этой компетенции уже мы взаимодействуем со всеми государственными органами. Если сейчас посмотреть статистику, вот какова роль, да, вы спросили? Да. В 2019 году мы же по регламенту заседаем один раз в 2 месяца. Да. Если в прошлом году мы заседали 9 раз и рассмотрели где-то 48 вопросов, из них 20% только касается дисциплинарных дел. Да, в основном были вопросы такие общие профилактического характера. И в да. этом году то же самое. Если мы в этом году провели 4 заседания и рассмотрели условно, скажем так, 20 вопросов, да, 20 вопросов было, из них 4 4 у нас, касается, по-моему, да. 4 это из дела. То есть опять же Давайте составляет скажем, что 20%. буквально каких-нибудь лет 5-6 назад у нас 80% Вот. вопросов в повестке дня это были дисциплинарные дела. Вот, правильно отметили. Я же здесь уже как второй раз Да. работаю. Когда был да, дисциплинарные советы да. были, а теперь советы по этике. Когда был диссовет, работал здесь с 15 по 19 год, да. Потом через 5 лет вернулся, и когда уже совет по этике. По этике, вот да. сейчас, если сравнить, да,
Не каждое выделили. заседание, если половина всех вопросов было, это дело в отношении Да, госслужбы. да, я помню прекрасно. Один Да. вопрос какой-то общий, Да. там, исполнение законодательства, а дальше были дела. Столько жалоб было, столько нарушений было. И каждое дело мы рассматривали по несколько часов. Да, вот. Да, Долго заседали. да. Почему? Потому что завтра решение, рекомендация данная должна быть обоснованной, законной. Потому что дальше Это правда. будут и судебные разбирательства. А сейчас же такого нет. Нет? 20%, да, относительно маленькая доля, но надо дальше работать, что вот это 20% Не, ну дальше тем более есть уменьшалось, куда же да. работать, да, Жан Шаревич? В основном, смотрите, грубые отношения к подчиненным или грубые отношения к клиентам, да, как правило, нарушение этических норм чаще всего. Это то, что на самом деле есть куда двигаться, есть чем работать. Это не так, то, что просто. Реже гораздо это вот нарушение самого законодательства, насколько вот мы смотрим. Или такое законодательство, когда в пьяном виде за рулем, или еще что-то, это использование служебного автомобиля, вот такие вот вещи. Но их меньше, а в основном этические, да? Этические, да. И то, я бы сказал, что за, скажем так, с 15 по 25 год, за 10 лет мы уже видим какие-то результаты. И очень надеемся, что это будет идти дальше и на понижение. Но это очень хорошо, потому что на самом деле, видимо, активно помогает этому соцсети. Обязательно. Да? Соцсети, да. Плюс, собственно, вот если честно, меня до Активные сих пор граждане. шокирует. Я первый раз, когда это узнал, было, что агентство госслужбы отсматривает личные аккаунты государственных служащих, в каком виде они там фотографируются, какие посты дают, и что за это иногда дисциплинарное взыскание. Вот, ну что, я знаю, что на уровне республики это так вот очень были шумные такие вопросы, когда в купальниках, там еще с чем-то, с бутылкой были фотографии. Сейчас, по-моему, эта тема как-то сильно будируется или как? Ну, Сейчас уже не увидишь на личных аккаунтах, по-моему, да, уже нету. да, эти мы один раз прошлись в свое время, когда это было агентство по делам госслужб, по делу коррупции, да? Да. Один раз прошлись, и всех... Ну, каких-нибудь 4 Да, года или 5 лет назад да. это было. Ну да, это было где-то 18-17 год, Вот мы так этим вот, да, было. занимались. Но потом уже было разделение агентства и так далее. Сейчас мы этим не занимаемся, но уже вот этот, скажем так, вот эта акция, проведенная уже несколько раз, да, уже дала свои результаты уже. В принципе, я думаю, сейчас уже госслужащие так Ну да, так делают не уже выкладывают. явно, да, не Ну, выкладывают. вообще-то, на мой взгляд, да, при всем при том, что это меня шокировало, типа, что вы лезете в личную жизнь. С другой стороны, оно же носит воспитательный характер. Если ты пришел на госслужбу, занимаешься интересами государства, представляешь государство, помогаешь населению, зачем ты выставляешь себя, ну, грубо говоря, в голом виде, с бутылкой там или еще что-то, да, там, в каких-то неприглядных видах? Мне кажется, это воспитательно, что представители государственных органов должны вести себя более этично. Во всяком случае, как это принято в нормальных обществах. Ну да, госслужащие, они должны соблюдать этику и в служебное время, и в неслужебное время. И в целом вообще этика же касается любого члена общества. И даже если ты не госслужащий, ты должен тоже соблюдать согласен. этику. Это не означает, что ты можешь тоже выкладывать что угодно. Да? Но максимально, конечно, Ну, вот я соблюдать поэтому говорю, этику, культуру это и все-таки так далее. Это воспитание. воспитание уже, Да, да. это воспитание. И просто я вот когда работала в госслужбе, для меня это было важно, чтобы обо мне вот кто-то идет, о, да смотри на нее, вот она вот, я вчера ее видел там где-то что-то, там в баре она там танцевала на стойке или еще что-то. Это ужасно. Так не должно быть, потому что завтра ко мне приходят люди, они должны мне доверять то, что мы делаем, да, с вами. Поэтому я считаю, что акция возымела свой результат положительный, и это, слава богу, и пусть так и будет. Давайте так, мы уже подходим к завершению, у нас время завершается. Я просто хотела подытожить, сказать, что сегодня управление делами государственной службы – это не какие-то там колотушки и кнуты. Это нормальный, цивилизованный подход к тому, чтобы обеспечить цивилизованную, эффективную работу государственных органов, чтобы нам, всем казахстанцам, жилось хорошо, чтобы решения, которые принимались, шли в пользу каждого из нас, члена казахстанского общества. Сегодня работать на госслужбе можно, сложно,
Но это уже не так коррупционно. Это не надо звонить телефонным правом «помогите мне устроиться». Это просто надо знать хорошо свою работу. Скажите два слова, мы на этом завершим. Свои какие-то пожелания молодым людям, которым, в принципе, сегодня больше рассказывают страшилки про госслужбу, что там зарплата маленькая, работы много, это, ничего хорошего там нет, и люди пытаются куда-то двигаться. Но мне кажется, это неправда. Во-первых, это престижно, это должно быть так. И работать на государственной службе, это значит быть на голову выше многих, потому что это госслужба. Да. Ну, всех призываем, те, которые чувствуют, что служение народу, государству своим долгом, каждый сейчас может прийти на госслужбу и попробовать себя. Ну, как минимум попробовать, чтобы потом не говорили, что не попробовали. Вот мы говорили по GPA 3.33, да, вот о выпускниках университетов. Это коэффициент, да, такой? Да, это оценка, общая оценка не ниже 3.33. Вот. Я хочу сейчас пример привести. Вот в прошлом году мы одного молодого человека в внеконкурсном порядке назначили, по-моему, Харкарнийский район. Он туда пришел на нижестоящую должность. Через год он уже стал уже заведующим сектором. Красавчик. Вот, видите, человек показал свою заслугу один раз в университете, хорошо учился, второй раз он уже на работе показал свою заслугу. Это и есть принцип меритократии. Думаю, что скоро мы его увидим где-нибудь акимом города Караганды или замакимом области. Вполне возможно. Если он будет также дальше продолжать так работать на основе, скажем так, принципа меритократии, я уверен, что он пока в ближайшее время он может стать и замакимом района у себя, и акимом района даже. То есть такой хороший пример. Человек учился, трудился, пришел в внеконкурсном порядке на госслужбу, год отработал, и он доказал, что он достоин следующей вышестоящей должности, заведующего сектором. Например. Поэтому ничего бояться не надо. Чем верить слухам, лучше самому попробовать и прийти на узнать. И тем более, если да. были такие желания. И надо понимать, что, еще раз скажу, работать на госслужбе непросто, можно, и совершенно точно можно работать без всяких проступков и без всяких коррупционных схем. Конечно. И в этом смысле получать и моральное удовлетворение, и материальное удовлетворение, потому что там все равно есть свои прибамбахи в виде социальных пакетов. Вот. И самое главное, действительно приносить пользу. Я еще раз жму вам руку, благодарю за нашу сегодняшнюю встречу. Мы друг друга знаем уже давно, но теперь вас уже знает сотни, может быть, тысячи дополнительных слушателей и зрителей. Обращайтесь, если у вас есть конкретные предложения. Наш департамент по делам государственной службы. Обращайтесь в государственные органы, если вы видите какую-то несправедливость. И давайте все вместе помогать нашей государственной службе и все вместе жить хорошо, правильно, не нарушая законы. Да. Спасибо вам огромное. Вам удачи. Спасибо вам тоже.